Музей под открытым небом. Да, дорогие друзья, в Чеченской Республике есть музей под открытым небом. Вот об этом сегодня и поговорим. Ассаламу алейкум, добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И руководитель Аргунского государственного историка, архитектурного и природного музея-заповедника Хизар Яхьяев. Машохили. И сразу, переходя к нашему разговору, как я сказал, музей под открытым небом. Он есть. Есть. И слава Аллаху, как говорится. Насколько мне известно, Аргунский музей-заповедник был основан 15 ноября 1988 году. Если я не ошибаюсь, в этом году ему исполняется 37 лет. Я прав? Да, это действительно так. В этом году музею-заповеднику исполняется 37 лет. И действительно он был создан 15 ноября 1988 году постановлением Совета министров Чечено-Ингушской ССР за номером 388, основываясь на постановлении Совета министров Российской Федерации от 2 июня того же года, от 2 июня 1988 года. Этим же постановлением были созданы в Чечено-Ингушской ССР два музея-заповедника. Это Джейрахско-Асинский и Аргунский музей-заповедник. Вот какие достижения и изменения произошли за это время? Начало становления нашего музея для нашей республики. 37 лет – это немало, согласитесь. Да. Прошу. Начало становления нашего музея-заповедника и для нашей республики, и для музея-заповедника были очень сложными временами. Это период распада СССР, буквально после 3 лет создания распался СССР и последующие две военные кампании. И исходя вот из этих причин и обстоятельств, изначально были исследованы на тот период более-менее доступные территории и районы. Это Аргунское ущелье, Шаро-Аргунское ущелье, то есть те территории, куда были дороги автомобильные, куда можно было доехать. Горная территория – это очень такой масштаба республики, довольно-таки крупный горный район, Галанчевский район, оставался терра инкогнито из-за того, что, во-первых, не было дороги, и, во-вторых, федералами туда не разрешалось попасть. Вот такие вот дела. На тот период, на период формирования и последующие где-то 10-12 лет директором, 10-15 лет директором был покойный ныне Саратов Саид Далгештальцем. Очень большая, огромная заслуга этого человека именно и в создании, и в дальнейшем становлении заповедника, проходя через погранпосты, ругаясь постоянно с ними, с пеной у рта, доказывая необходимость попасть на данные объекты, он попадал, проводил технические работы. И вот благодаря ему и ребятам, которые изначально с ним были у нас заповедники, были проведены технические работы и внесены в реестр памятников и в списки вновь выявленных именно вот те исторические архитектурные комплексы и отдельно стоящие объекты культурного наследия, которые находятся в Аргунском ущелье и в Шаро-Аргунском ущелье. А что сегодня собой представляет Аргунский государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник Чеченской Республики? Вот такое вот длинное название и длинный вопрос. Прошу. Сегодня историко-архитектурный и природный музей-заповедник – это довольно-таки, опять-таки, приличная территория по меркам нашей республики. Это 233 800 гектаров земли. Еще в 2016 году, до 2016 года у нас в реестре было около, и в реестре, и в списке нововыявленных было около 700 памятников. В 2017 году, в 2016 году, тогда министром культуры был Даая Хошбауди, он дал указание провести мониторинг по объектам культурного наследия, то есть посмотреть, выявить, как они пережили эти две военные кампании. И вот попутно, совершая эти наши мониторинги в горах на объектах
мы попутно выявили до этого неизвестных 252 объекта в одном только Галанчевском районе. 250? 252 объекта. И на данный момент у нас в реестре и списках выявленных значится 961 объект. Это исторические комплексы и отдельно Скажем стоящие. так, действующие объекты под Да, открытым небом, Да. они есть и сегодня. Есть. 961 памятник у нас на данный момент. Из них 177 федерального значения, 334 регионального и 450 входят в списки нововыявленных. А какие задачи сегодня стоят перед музеем? Сохранение прошлого или взгляд в будущее? Перед нашим музеем-заповедником стоят следующие задачи. И сохранение прошлого, и взгляд в будущее. И в чем оно заключается? У нас в заповеднике есть рабочая группа, хотя некоторая часть работников сидит у нас в офисе. Есть такая рабочая группа, которая в месяц 2-3 раза выезжает в горы, работает над выявлениями неизвестных памятников. Выявляем, готовим на них первичный материал, этот, так сказать, на месте мы готовим на них, делаем технические работы, замеры, фотофиксация, GPS-привязка к местности. А как вы узнаете про неизвестные памятники? Как вы сказали, вот неизвестные памятники, как про них узнаете? Вам кто-то сообщает, кто-то говорит, или вы проводите какие-то исследования согласно картам, легендам, истории нашей? Разумеется, это каждый наш выход в горы, это своего рода исследовательская экспедиция. Но перед тем, как выехать в горы, мы, как ты сказал, пользуемся картами. Есть старые карты. Та карта, которой мы сейчас пользуемся, это карта 1942 года. Но есть более детальные карты. Там очень четко везде, каждый хутор обозначен. И название даже чисто по нашим читается по-чеченски. Хотя Интересный разговор у нас с вами сегодня получается. Смотрите, Хизир, вы недавно заняли эту важную должность. Опять же, насколько я знаю, я прав? Да. Как вас встретил коллектив? Какие ключевые задачи вы поставили перед коллективом и перед самим музеем, скажу так? Ну, для коллектива я человек не с улицы, так скажем, не Не со с улицы? стороны. Да, я в заповеднике работаю, в мае будет 16 лет, как я там работаю. То есть вы не со стороны? Не со стороны. Меня на работу тогда еще в 2009 году пригласил ныне покойный Саратов Саид, и я был госинспектором в Галанчевском районе. Ну, потом занимал должность старшего научного сотрудника, зав. Отдела. И вот буквально в январе месяце, декабре месяце меня назначили на должность директора. Ну, коллектив и меня знает, и всех я знаю. Нормально, хорошо встретил коллектив. А приоритетные задачи, которые я поставил перед нашими коллегами, перед сотрудниками, это основные задачи заповедника: выявление, охрана памятников. Но эти задачи я самое определил на будущее тоже. Будем работать чисто на выявление, будем выезжать в горы, работать над этим. И попутно периодически проводить мониторинги, ну и охрана. И коллектив вас понял, поддержал, ничего ломать не пришлось? Да нет, не пришлось ломать, потому что до меня же там тоже были директора, были тоже люди, профессионалы, были люди, которые давно работали в этой организации. И, скажем так, мне досталось неплохое наследство. Почему это важно для человека и общества? Вот то, чем вы занимаетесь. Если сказать про нашу башенную культуру, про историко-архитектурные объекты, которые находятся у нас в горах, в горной части республики, я еще добавлю, что заповедник охватывает все горные районы, некоторые частично, некоторые полностью входят. Шаройский и Тумкалинский ходят полностью. Я поэтому и сказал, музей под открытым небом Чеченской Республики. Веденской, Шатойский, Урус-Мартановский, Ачхой-Мартановский и Синоводский частично входят. Это огромная территория. И по всей территории у нас имеются башенные постройки, культовые
сооружения. И, разумеется, это является каменной летописью нашего народа. Хорошо сказано, каменная летопись. Во время, еще начиная с Кавказской войны, кто приходил сюда в качестве лидеров или же по-другому, По разным причинам. по разным причинам, кто сюда приходил, для них главная цель, скорее всего, была уничтожение нашей истории. Писанная история народа нашей, можно сказать, уничтожена. И вот в горной части сохранилась вот чисто наша каменная летопись. Это каменная летопись нашего народа. И где еще можно так развивать в молодом поколении чувство патриотизма, где можно проходить, где могут еще более в лучших условиях проходить практику историки, географы, геологи, археологи. Наш край, горный край, территория Аргунского музея-заповедника, это непочатый край работы для историков, геологов, географов, археологов. Вы находите, вы разыскиваете, находите объекты исторического, архитектурного значения. Вы их потом реставрируете или как все это происходит? Берете под охрану или просто находите, отмечаете и все? Не, мы проводим в первую очередь технические работы там, потом в конторе готовим по этим, отталкиваясь от этих бумаг, что мы в горах написали, первичный материал, передаем. У нас есть комитет по охране памятников республики, передаем туда. Они дальше работают с этими бумагами и включают эти памятники, что мы там обнаружили, список вновь выявленных. И со временем эти памятники переходят в реестр республики, в реестр памятников республики. Насчет реставрации. У нас таких полномочий нету, мы не занимаемся реставрацией. Но с 2008 по 2023 год в республике восстановлено, отреставрировано 142 объекта. Это тоже, я скажу, но некоторые, мнения многих людей расходятся вот в этом отношении тоже. Говорят, некоторые говорят, не надо реставрировать, надо оставлять. Некоторые говорят, находятся такие люди. Мое мнение, надо реставрировать, но работы надо проводить на высшем качестве. Это история народа, надо. Можно сказать, это душа народа. Надо. А что представляет собой самое ценное сокровище музея под открытым небом Чеченской Республики на сегодняшний день? Какой объект навсегда останется самым таким значимым событием? Таких объектов у нас в горах очень много. Интересных, красивых. Вот три топовых. Ну, три топовых, если назвать, я назвал бы печально известный Хайбах, Никорой в Терлойском ущелье и Пуга в Маистинском ущелье. В Маистинском ущелье в Пуга имеются 6, в одном поселении было 6 боевых башен. И порядка 12-15 полубоевых, очень красивых. И очень много селингов, то есть следов языческого периода. Очень много сохранилось селингов, святилищ там сохранилось всего. Ну, Никорой – это своего рода жемчужина республики, можно сказать. Очень в красивом ущелье на скалистом мысе. Боевая башня, полубоевые башни, мечеть, рядом селинг, святилище. Ну и печально известно Хайбах опять-таки. Вот эти три места. Смотрите, Хизер, хотелось бы, чтобы наш, я говорю наш, Аргунский музей-заповедник воспринимался как место, где всегда происходит что-то интересное. Куда стоит пойти? Местному жителю, туристу, приезжающим гостям. И чтобы они возвращались сюда, где есть возможность участвовать в разнообразных творческих проектах. Ваши комментарии. Таких локаций, скажем, у нас, как я сказал, в горной части очень много. Но есть, например, Хой, отреставрированный комплекс, башенный комплекс, довольно-таки солидный объект. Есть второй комплекс Шарой. Вот недавно мы в Шаройском историко-архитектурном комплексе провели круглый стол. Были приглашены почти все наши ученые, доктора наук, с академии, с разных вузов. Вы проводите такие мероприятия, встречи проводить. с известными людьми согласно истории, говорите про историю, круглые столы.
А это входит в вашу обязанность? Или это ваша инициатива? Это наша инициатива, это своего рода популяризация. У нас в республике до сих пор есть такие люди, наверное, они не интересовались до этого, поэтому они задают такие вопросы странные. Когда слышат название «Аргунский музей-заповедник», удивляются, спрашивают, пишут комментарии или звонят, а что у нас в Аргуне тоже есть музей-заповедник? Я хотел этот вопрос вам задать. Аргунский, путают ли? Вы хорошо Да, поняли меня. Прошу, прошу. Еще находятся вот такие люди, которые задают вот такой вопрос. Мало их с каждым днем, с каждым годом, их все мало, меньше и меньше, но находятся все равно. И вот чтобы вот таких людей вообще не осталось, надо популяризировать, надо работать, проводить вот эти медийные работы, так скажем, и на ТВ, Что мы сегодня и делаем. Да. Хорошим делом занимаетесь, товарищи. Очень хорошим делом. Я знаю также, что в музее-заповеднике действуют различные специальные проекты, в том числе волонтерская программа. Вот как часто вы их привлекаете? Какие проекты актуальны для музея в настоящее время? Для музея и для Чеченской Республики? Я так задам этот вопрос. Потому что это музей под открытым небом Чеченской Республики. Прошу, хозяин. Есть такие программы? Я знаю, начиная с 2012 года, это точка отчета, так скажем, глава республики Рамзан Ахмадович Кадыров дал указание побывать именно в нашем Галанчевском районе, сделать там передачу, чтобы показать по ЧГТРК, и вот оттуда начать популяризировать наши горы, вот и музей-заповедник. И мы в 2012 году пошли туда. Это была первая такая ласточка своего рода. С 2012 года в тесной упряжке с Аргунским музеем-заповедником работают такие общественные организации, как научно-исследовательская экспедиция «Неизвестная Чечня», «Ламберд». Вот, и в последнее время начали привлекать очень даже, так скажем, больших количеств берем с собой в горы, в походы, в экспедиции молодежь. Как студентов, так и молодых людей, которым еще рано поступать в институты, университеты. Я на том круглом столе в Шарове тоже это отметил. В горы надо брать вот на такие круглые столы или такие же вот волонтерские мероприятия. Надо вовлекать все больше и больше, это мое мнение, чисто вот в первую очередь студентов-историков, географов. Наглядное пособие. Да. Это наглядное пособие. А то у нас есть, до сих пор есть историки, которые пишут целые тома по истории, И в горах не бывали. не соприкасаясь с полевым материалом, не выезжая в горы, не видя даже вживую башни. Есть, к сожалению, еще такие историки. А вот историков, географов, археологов, их надо воспитывать, обучать, поднимая их туда, в горы, возя их довольно-таки часто в горы, чтобы они это все видели воочию, имели такое четкое представление о том, С что вами трудно не согласиться. Скажите мне, согласны ли вы с тем, что музеи учат любить историю своего народа? И насколько это актуально для Аргунского музея, для нашего музея? Очень даже согласен. Я даже скажу, что я сам, у меня у самого зародилась любовь к истории, к родному краю от нашего бывшего краеведческого музея. Помню. Я 10 класс заканчивал в Грозном, и это был 81 год, 80-81 годы. Я постоянно, в свободную минуту я посещал музей изобразительного искусства. Мне очень нравились там полотна Франца Рубо. Смерть генерала Слепцова в Гехенском лесу, защита станицы Черлена и пленение Шамиля. Помню, а в Краеведческом музее там я оттуда не уходил бы, если бы, будь моя воля и время. Там и остались бы. Да. Вот, к твоему вопросу. Да, конечно, это все прививает любовь к истории, к родному краю. Сейчас у нас, к сожалению, нет такого краеведческого музея, как был тогда. Но у нас есть горы. Мы постоянно, У нас есть музей под открытым небом. У нас есть музей под открытым небом, огромная территория. И мы туда стабильно берем молодежь, чтобы прививать им
с этих лет любовь к родине, чувство патриотизма. И вот привитое в эти годы чувство патриотизма, любовь к родине, оно не притупляется, оно с годами крепчает и остается с ним навсегда. К сожалению, время нашего эфира заканчивается. Очень интересный и актуальный разговор сегодня у нас с вами состоялся. И моих два последних вопроса. Личных вопросов. Можно? Конечно. Какие качества и навыки необходимы для сотрудника музея, хранителем наследия чеченского народа и Чеченской Республики? Спрашиваю как руководителя музея под открытым небом. Прошу. Сотрудник музея-заповедника должен быть патриотом. В первую очередь он должен быть патриотом и любить безгранично горы. Без этого входить в горы очень трудно. А лучшие гор могут быть только горы. Только горы. Да. И последний вопрос. Каким вы видите Аргунский музей-заповедник, скажем, через лет 10? Как я уже сказал, у нас в реестре 961 объект. Я вижу так. Через пару лет там будет как минимум... Через пару лет? Через пару лет там будет как минимум 1100-1200 объектов. С годами, в этом году у нас запланировано восстановить Хайбахский комплекс, 3 объекта там. 3 башни восстановлены, планируется восстановить еще 3 жилых башни. И вот я думаю, что и в дальнейшем вот эта работа по реставрации, по восстановлению башенного комплекса будет набирать темпы, и это все будет восстанавливаться. Я думаю, на данный момент у нас 2 восстановленных таких ярких объекта, это Шарой и Хой, и через 10-15 лет, я думаю, у нас их будет очень много. Спасибо. Спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы, высказали свое мнение. И от себя добавлю, лично от себя. Спасибо вам за вашу работу. Удачи. Спасибо, что пригласили. А на сегодня это все, дорогие друзья. Вы сами все слышали. Тут добавить, убавить нечего. Вы сегодня узнали, что действительно в Чеченской Республике есть и функционирует музей под открытым небом. Наверное, вы часто там бываете, но просто этого не замечаете. Это была программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И руководитель Аргунского государственного историка, архитектурного и природного музея-заповедника Хизар Яхьяев. И напоследок, дорогие друзья, не болейте, будьте здоровы.